Так кто же все-таки агрессор? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как глава МИД Таджикистана хорошо ответил с трибуны ООН на обвинение Бишкека. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Министр иностранных дел Таджикистана сообщил, что в результате конфликта на границе с Кыргызстаном погибли более 40 и ранены около 200 мирных жителей страны. Сираджидин Мухридин огласил статистику погибших и раненых среди мирного населения, выступая 24 сентября на Генеральной ассамблее ООН, и назвал это результатом военной агрессии со стороны Кыргызстана. В свою очередь, 4 дня назад президент Кыргызстана Садыр Жапаров с той же трибуны ООН обвинил Таджикистан в нападении и военной агрессии. Сираджидин Мухридин в своей речи не упомянул о потерях среди военных, но на сегодняшний день собственными силами журналисты смогли выяснить имена более 45 солдат и офицеров, погибших в этом приграничном конфликте. Глава МИД Республики Таджикистан с сожалением отметил, что вопросы урегулирования линии прохождения государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, оставшиеся нам от истории, безосновательно вынесены на Генеральную ассамблею ООН. Он отметил, что руководство Кыргызстана в своем выступлении упомянуло о гибели своих граждан и материальном ущербе, создавая ложное впечатление, что трагедия на границе коснулась исключительно их. Но факты говорят о другом. В результате военной агрессии со стороны Кыргызстана были убиты более 40 и пострадали около 200 мирных жителей Таджикистана. Среди них беременные женщины, дети, старики, врачи, а также правоверные мусульмане, участники траурной церемонии в мечети. Кроме пограничных объектов, разрушению подверглись школы, больницы, культовые сооружения, жилые дома, инфраструктура и коммуникации. Так кто же агрессор, заявил Сираджидин Мухридин. По сообщению пресс-службы президента Таджикистана, в результате конфликта только в городе Исфарай, Бабаджон-Гафуровском районе Сагдийской области остались без крова около 300 семей. Власти Кыргызстана заявили, что в результате пограничного конфликта в Баткенском районе, граничащем с Сагдийской областью, поврежден 321 жилой дом, 7 школ, 5 детских садов и другие социальные объекты. В продолжении своего выступления министр иностранных дел Таджикистана обвинил власти Кыргызстана в невыполнении обещаний и несоблюдении договоренностей по предотвращению и повторению конфликта. Достойно сожаления, что Кыргызстан отходит от достигнутых договоренностей, создавая ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения, укрывая их в приграничных населенных пунктах, заявил он. В своем выступлении Сираджидин Мухридин обратил внимание на 20-летнюю историю переговоров по границе между Таджикистаном и Кыргызстаном и подписание десятки протоколов, и сказал, что по прошествии времени со сменой политических сил во власти эти документы пересматриваются, исполняются исключительно те положения, которые выгодны только той стороне. К сегодняшнему дню обе страны могли согласовать и подготовить проектное описание около 602,5 километров границы, что составляет примерно 61% от ее общей протяженности, добавил глава МИД Республики Таджикистан. По его словам, Таджикистан, опираясь на международную практику определения границ, не раз предлагал соседям юридически зафиксировать результаты этой многолетней работы путем подписания договора об отдельных участках границы, но наши соседи категорически отказываются от этого предложения. Жапаров на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что в июне прошлого года, даже несмотря на критику со стороны кыргызского народа, он отправился в Душанбе, чтобы найти положительное решение пограничных вопросов, но встреча не дала результатов. Как вы относитесь к такой перепалке на полях ООН? И как вы думаете, стоило ли вообще это делать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Глава МИД Таджикистана с трибуны ООН также обвинил Кыргызстан в захвате территории Таджикистана. По его словам, Кыргызстан, начиная с 50-х годов прошлого века, самовольно захватил более 2110 квадратных километров по праву принадлежащих Таджикистану. Новая информация, на которую пока не отреагировал Кыргызстан. В то же время таджикский дипломат заявил, что Таджикистан пережил ужасы внутреннего конфликта, знает цену миру и является сторонником мирного урегулирования пограничного спора. Президент Кыргызстана также заявил, что Бишкек готов продолжать переговоры с Таджикистаном в любой форме на основе международных норм и цивилизованно-правовыми способами. В то же время, добавил он, учитывая снижение доверия, мы готовы к тому, что международные организации, такие как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация договора о коллективной безопасности выступили посредниками в продолжении переговоров. Пограничные конфликты между Таджикистаном и Кыргызстаном продолжаются уже много лет, и прежде всего из-за распределения земли, воды и пастбищ. Две бывшие советские страны, в которых находятся истоки практически всех крупных рек региона,
региона граничат друг с другом на протяжении 976 километров, половина которых до сих пор не обозначена в установленном порядке. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.